Добрый вечер. В эфире программа «Якутия Лайф» и я, Ирина Ефимова. Сегодня в России празднуют День работника культуры. И у нас в гостях государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Исаевич Борисов. Добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо. Как-нибудь отмечаете его? Дело в том, что я этот день называю День деятеля культуры. Очень важно не работника, хотя мы работники все, но очень важно подчеркнуть, что это День деятеля. То есть не всякий работник, он деятель. Я думаю, что всякий работник культуры, он очень деятельный. Поэтому я, пользуясь вашей передачей, я хочу поздравить всех деятелей культуры с Днем работника культуры, поскольку этот день для нас очень важный. Мы в этот день как бы для себя делаем какие-то такие, отчитываемся перед собой, перед друг другом. И в то же время это наш праздник, потому что мы создаем всегда праздники для кого-то, а тут это наш праздник. Но вы в этой сфере почти полвека, еще с 70-х годов, с тех пор, как закончили Щепкинское училище, очень долго были министром культуры, 18 лет, 20 лет. Не очень долго, чуть-чуть меньше четверть века на год, так что не очень долго. Но вы стояли у истоков развития современной культуры, и даже приставка про духовное развитие, что Министерство не просто культуры, а духовного развития, она тоже при вас появилась. Да, это такой очень важный вопрос. Дело в том, что когда Михаил Ефимович спросил, а почему духовного развития еще плюс, я сказал, есть же Министерство экономики, так, экономического развития. А почему духовное развитие? Это Министерство культуры нацелено, это вот цель, это миссия, работать по поводу духовного развития. Поэтому это название точное, правильное название. Ну и какое развитие прошла культура за это время? Для меня, как для деятеля, я могу смотреть со стороны как деятель культуры, как человек искусства, но могу смотреть как, организатор процесса развития культуры. Я думаю, что тектонические сдвиги произошли. Но представь себе, что когда я начал работать в театре, даже у театра не было здания, у Саха-театра. Ну, не говоря о том, что за все эти 30 лет, за последние 30 лет, инфраструктура, культура так развилась, что у нас есть цирк, и высшая школа музыки, и высшее учебное заведение, артистический институт, и театры, и ланхо, и эстрады, и танцев, Мирнинский театр и так далее, и так далее. То есть симфонический оркестр, филармония, кино как развивается. Поэтому я считаю, что это тектонические сдвиги. И в этом, конечно, заслуга прежде всего самих деятелей культуры, потому что воображение создает же культуру, воображение человека культура. И руководство, конечно, поскольку в те времена, 90-е годы особенно, 90-е годы и первый президент, и другие наши руководители, сегодня Алексей Сергеевич, в этом плане как-то очень открыто и очень почувствовали важность цивилизационного подхода к культуре. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос Андрею Исаевичу можно по телефону студии 841 12 42 14 39 или прислать сообщение на номер горячей линии в WhatsApp 8 914 235 0502. Давайте поговорим о кинематографе, раз уж вы затронули. Да, я помню, лет в 2005 году, по-моему, я у вас брала интервью для «Якутского вечернего», и вы тогда работали над фильмом «Тайна Чингисхана», который потом вышел, который тогда назывался «По велению Чингисхана», и говорили о том, что вот должна зародиться индустрия кино. Да. Даже было постановление правительства о создании, о развитии киноиндустрии. Но я думаю, что мы сегодня находимся на подступах киноиндустрии, поскольку в советское время это была кинофикация, развитие кинофикации. Такие документы были в партийных документах. Потом, значит, в 90-х годах у нас начала развиваться кинематография. Мы начали снимать свои фильмы, начали, прокат фильмов, даже начали участвовать в фестивалях. А сейчас вот глава республики в своем послании очень точную такую задачу поставил перед деятелями кино у нас развитие киноиндустрии. То есть, в принципе, то постановление выполнено, первый шаг сделан. Теперь предстоит развернуть это направление, этот ориентир, эту цель развернуть. Становление киноиндустрии.
Угу. Вот вы говорили, что в советские годы Якутия воспринималась только как газ и алмазы, а теперь территория освоена и развивается полярная культура и кинематограф. Вот в чем, как вы считаете, заключается феномен якутского кино, почему оно вот смогло выйти за пределы республики? Я всегда говорю о том, что все по принципу накопления. На самом деле оно не просто приходит с неба, или не только потому, что ребята талантливые, кинорежиссеры, операторы, так, не только поэтому. Это накопление. Ну, представьте себе 90-е годы, и даже представьте себе, даже Мосфильм, он сникал. Мосфильм потом, Ленфильм. И в это время уходит указ первого президента Михаила Ефимовича о создании киностудии. Сахафильм. Так? Ну, не говоря о том, что отправили детей учиться, ребята учились, начали снимать свои фильмы. И все это накопление приводит, как было там, количество приводит к качеству. Там огромное количество работы проведено. Но я всегда еще отвечаю таким образом, что один из журналистов из программы «Дождь» приезжает в Министерство культуры, спрашивает: а скажите, пожалуйста, чем феномен кинобума республики? Они сказали: спросите у министра Андрея Савича. Он сказал: не, я не буду спрашивать. Почему? Он начнет про Аланхо говорить тогда. Когда пришел ко мне, я говорю: что в кинематографии главное? Он говорит: монтаж. Я говорю: в нашем эпосе Аланхо монтажное мышление заложено. Очень важно это. Во многих эпосах такого нету. То есть корни культуры. Не зря же Арсений Сергеевич часто говорит про Аланхо, о том, что влияет на культуру. Значит, кинематография-то оттуда еще свои истоки имеет. Не говоря о театре, не говоря о музыке, не говоря уже о орнаменте и так далее. А что там сначала общий план, да, описание чего-то, а потом крупным планом сбруя коня, например, да? Вот вы про это говорите, монтаж? Да, вот и поэтому. Потом, конечно же, 90-е годы это создание киностудии «Сахафильм». Романов там, Алексей Романов, Степан Сивцев. Вот сегодняшние успешно работающие наши кинематографисты, они очень много проявили такое творчество, самоотдача творческая. Вот. Ну и потом, еще раз говорю, всегда это поддерживалось по-настоящему. Другое дело, это поддерживалось эпизодически, а сейчас ставится задача. Вот посланник глава сказал о том, что необходимо развивать киноиндустрию не просто за счет таланта и так далее, а за счет синергии государства и бизнеса. Сейчас бизнес должен заинтересоваться, и кино наше должно зарабатывать. Сейчас фестивали мы завоевали. Но с другой стороны, кино не только для фестивалей, не только для того, чтобы заработать, а это великое воспитательное значение имеет кино. Андрей Савич, а вы Тагындархан смотрели? Смотрел, да. Вот, знаете, когда я смотрела, я невольно сравнивала с Чингисханом, потому что это, примерно та же эпоха, практически те же костюмы, тоже эпическая драма, тоже по роману якутского писателя. И, вы знаете, вот мне кажется, что вот тогда, в то время, можно было снимать Тагындархана, вот сейчас как раз Чингисхан, потому что у вас же были посылки на международное участие. Нет, международное участие-то было. Вот, но если бы это было сейчас, когда феномен якутского кино уже известен, то есть вот сейчас бы оно выстрелило, как считаете? Нет, но надо было тараном создавать, потому что все кинематографии, большинство, 90%, они все работали на этом проекте. И мы впервые же вышли на фестиваль класса А в Канаде. То есть в этом плане мы протаранили этот, как говорят, как по-русски выражают, просеку такое, еще протаранили, в результате этого и пошло. Поэтому многие воспринимают этот проект как начало большого такого пути для нашего кино. Закупили огромное количество оборудования, научились, не боги, оказывается, горшки обжигают. И поэтому появилась и смелость, и азарт такой, и амбиции появились. Поэтому это большое значение имело. Вы не считаете, что вы опередили это тогда время? Наверное. Иногда бывает, что в культуре, в искусстве раньше, чем востребованно выстреливает какой-то проект, и он иногда забывается такое. Но «Желанный берег», мой спектакль, он на самом деле, он раньше времени появился, на самом деле. Но сейчас бы смотрелось тогда. Но он сейчас смотрится. Чуть было не закрыли этот спектакль. Много случайностей привело к тому, что этот спектакль стал известен по всему Союзу, и государственной премии и так далее. Тогда
тогда казалось, что это так нельзя играть на сцене. Это было непривычно, это было неправильно даже. А какой спектакль вы больше всего любите свой? Свой спектакль я больше люблю, ну, конечно, этот спектакль известный такой, но я как-то мне Дорогунов «Дитя человеческое», про любовь. Там Степанида Герасим так играет про любовь, про вот тоску, вот удивительно тоску человека, духовную, так, тягу к духовной любви такой. Душа вибрирует там у героев там. И этот спектакль, он такой. Правда, он спектакль долго не шел, но это сильный был спектакль. Давайте поговорим о туризме. Сегодня можно сказать, что одним из ваших больших трудов в 90-е годы это возрождение и популяризация нашего национального праздника Исэх. Вот в те годы, если я не ошибаюсь, вместе с Ольгой Харайбатовой вы создавали обрядовую систему этого праздника. Вот как вообще появилась эта идея, как это все восстанавливали? Что-то вы, может быть, придумали, да. или все восстановили, все-таки воссоздали? Вот я вот всегда говорю, что любое явление культуры создается воображением творческого человека. Так, воображение очень важно. Но тогда писали огромное количество всяких концепций о развитии там, образования там, и так далее. И тогда вот Министерство культуры, вот, ну, ваш покорный слуга и мой помощник, мы, значит, назвали 4 слова. Это было хамус, исэх, аланхо и тагаль. Это была концепция традиционной культуры, основа основ. Хамус там заиграл, хамус, знаете, центр хамуса, рекорд Гиннесса, исэх, это исэх, аланхо, и тогда как начал разворачиваться, правда, Харайбатова, вот, и городской исэх, Туймад и так далее, сейчас исэх, аланхо. Но я считаю, что мы в те времена, когда произошли катаклизм, Советский Союз распался, и мы же были бойцами идеологического фронта, все-таки в культуре доминировала идеология. Так. И в это время надо было найти опору, духовную опору. И вот мы нашли опору именно в традиционной культуре. Прежде всего народа Саха и народов нашей республики. Вот ямщикская культура, пашенная культура. Понимаете? Поэтому вот и это привело к тому, что исэх стал известен. И впервые вышло на уровне ЮНЕСКО реестр праздников мира, самых древних праздников мира, и в реестре это был записан исэх, якутский национальный праздник исэх. Вот, оттуда началось, вот, и поэтому то, что сейчас наш исэх, он известен не только в Якутии, не только в России, в мире, это очень туристически, это привлекательно очень. Но вы его все-таки воссоздали или что-то из воображения добавили? Это было научно исследовано. Я сделал проект, который там по четырем улусам республики, Вилюйске, Нюрба, Верхний Вилюйск, Сунтары, мы разные обряды, ну там встреча солнца, там обряд Кумысапики, Асохай, там открытие, Алгыс и так далее. Мы во всех этих, значит, населенных пунктах сделали. И специально я увез на теплоходе Демьян Бедный 140 деятелей культуры, которые занимаются традиционной культурой. Они это увидели, потом это пошло по всем улусам, по весям, по деревням. И в результате этого вот исэх стал таким мощным явлением нашей культуры. Вы знаете, я помню, когда приезжал тогдашний мэр Стамбула Кандир Тобыш, и показывали ему даже не сам исэх, а элементы исэха, у него прям слезы в глазах стояли, и он говорил, вот я тюрколог, я про все это читал в древних книгах и никогда не думал, что я обряды предков увижу вот живыми своими глазами. Это очень древние. И главное, это те деятели культуры, которые, они носители, и они с таким энтузиазмом, и ученые люди с таким энтузиазмом за это взялись, предчувствие, что это развернется так, как сегодня он стал таким великим праздником. Исэх Туймады, это же в городе, это сотни тысяч человек, и люди идут на этот праздник не только как на праздник, но еще и как на, утверждая свою культуру, как бы акцентируя на том, что это культура наша, неповторимая, больше нигде такого нет. И это самый гигантский open air, в общем, в России. Да. А что вы можете сказать про еще один событийный праздник? Это вот зима начинается с Якутии. Он тоже вошел в календарь событийного туризма. Вот что-то можно... Может быть, у наших предков был какой-то зимний тоже... Вот это самый главный вопрос, который я ожидал. Но у меня ответ такой. Вот удивительным образом культура народа Саха, культура народов нашей республики, все-таки мы ориентированы на летнюю
летний праздник, ВСХ тогда. А вот когда зима начинается в Якутии, честно говоря, вначале как-то так, холод же это не совсем хорошо, да? Казалось бы, это холод же, это нехорошо, холодно. Но это же главное, что Лучше, привлекает туристов, да. как оказалось. Но вот я хочу вот напомнить вам, вот мы когда в стадионе «Триумф» делали праздник, который назывался «Свет над Арктикой», и глава выходит перед молодежью, 4000 молодежи, студенты сидят, да? Стадион такой. И когда он сказал фразу, крылатую фразу сказал так, что «мы хранители холода». И вот молодежь вся почти стоя аплодировала этой фразе. Казалось бы, что такое хранители холода? Молодежь чувствует, что без вечной мерзлоты, без холода планета погибнет. Мы хранители холода. А и культура холода, это она очень важная сегодня. И я считаю, что это зимний праздник, нам надо еще больше вдуматься и также сделать так, чтобы зимний наш праздник был также, таким же сильным, таким же мировоизвестным, как праздник ГСХ. То есть нужна какая-то идеологическая, идеологическая база. Да, а идеологическая база уже есть. Вот. Опять же, возвращаясь, вы недавно были у главы, значит, пресс-секретарем, поэтому я, видимо, вот смотрите, в своем послании он сказал о том, что республика должна развиваться по парадигме, как арктическая республика, о геокультурной идентичности народов. Геокультурная идентичность. Гео – это земля, идентичность – это земли. Геокультурная идентичность. 8 месяцев зимы так, да? А мы арктическая республика. Хотя всегда думаю, что арктическая республика это черту проводит по полярному кругу. Да, по полярному кругу. Дело же не в этом, дело в идентичности. Мы северяне, у нас вечная мерзлота. Значит, у нас арктический институт, арктическая школа, то есть арктический центр эпоса и искусств будет открываться через 3-4 года. Так? Поэтому зимний праздник, он нам необходим. Ну вот давайте, кстати, про арктический этот центр эпоса поговорим. Вообще вот арктическая тема, она у вас давно, когда вы говорили о циркумполярной цивилизации, если я не ошибаюсь, да, и центр, институт арктический вы создали, когда... И он... Ну, я основал это, но циркумполярная цивилизация еще Ульяна Винокурова, она вот наш ученый, она очень... Вначале, когда она начала разворачивать эту идею, а на самом деле эта идея, на самом деле научно доказанная, арктической цивилизации, так, да? Гиперборея и так далее. Вот. Но и тогда люди как-то относились совсем некоторым таким, как бы, непониманием такое, да? И был создан Арктический институт культуры и искусств, который спас нашу культуру. Почему? Потому что, помните, 90-е годы уже трудно было ехать учиться в другие, в Москву и так далее, и так далее. И в это время мы начали готовить свои кадры. Вот, и в результате этого вот Арктический институт появился. А сама вот как бы, сам центр, Арктический центр эпоса и искусства, это нацелен на доминирование, он нацелен на доминирование России, ни много ни мало, России в арктическом регионе планеты, в Арктике, так, да, в Арктике именно. Так. Поскольку республики Саха-Якутия наиболее сконцентрирована, как бы сказать, аутентичная культура северных народов. С одной стороны. С другой стороны, и якуты, и русские, освоение, значит, Северного морского пути, освоение Арктики, то есть русские люди это осваивали тогда. И якуты жили вместе с северными народами. У нас наиболее, как бы сказать, скомпонованно и наиболее энергично развиваются эти культуры. И поэтому мы имеем право претендовать на доминирование в масштабе планеты. Поэтому создание арктического центра эпоса. Потом, почему эпос? Потому что культура любого народа, плато называют, опора, является эпос любого народа. И любого народа. У народа не бывает народа, у которого нет эпоса. Правда забывает, правда исчезает и так далее. Поэтому эпос – это основа основ. И мы через эпос можем выйти на планетарном масштабе на уровень арктического региона всей планеты. И мы таким образом продвигаем российскую идентичность еще. Россия же на 1/3, значит, арктическая страна, северная страна, а мы северяне. Хотя, правда, ученые говорят о том, что мы якуты и многие, а русские происхождения как бы европейского такого, славянского, а якуты как бы южного, но на самом деле уже тысячелетие скоро будет, как мы северяне. Поэтому очень правильная эта политика принята со стороны главы и правительства.
И надо это всячески поддерживать, потому что это будущее. Но строительство этого центра многие критикуют за высокую стоимость. Раньше вы говорили, центр не роскошь, а необходимость. В Якутии низкие температуры, молодежь вынуждена собираться в торговых центрах, а у некоторых театров нет своих помещений. Да, это правильно. Знаете, вот, ну, когда, помните, открылся торговый центр ТРК, это на площади Ленина, там рядом. Туймада? Туймада, да. Угу. Я туда вошел, и вдруг я увидел молодые, очень модно одеты, хорошие наши студенты, ребята, молодежь там, 15-16-летия, они все толпой поднимаются по этой, как называется, по эскалатору, сидят в кафе там, да. Зима у нас, и им где-то надо прийти. Другое пространство общественное. Общественное пространство необходимо. Потому что театр — это все-таки специфическое учреждение, где, значит, люди приходят смотреть спектакли. А артист Центра эпоса искусства — это будет общественным пространством, с инфраструктурой, с 3, значит, учреждениями культуры, с музеями, там, музеи, выставочные залы, там. То есть в этом плане... То есть туда можно будет просто прийти? Просто прийти, с утра до вечера прийти, там, походить, там, смотреть выставку, прийти на спектакль, пойти на музыку и так далее. В этом плане это... И потом, на самом деле, это про стоимость, это, на самом деле, это, скажу так, мифологизирует, демонизирует это так. Ну, сравнительно совершенно. Я же знаю, какие и Большой театр, и Мариинский театр, и в Астане, и в других городах, в Астрахани и так далее. Куда больше стоимости, куда больше... по размерам строить центры. Он необходим этот, он созрел. И без этого, я думаю, что не будет развития еще самосознания народов наших. Самосознание необходимо. Тем более артист Центра эпоса искусства. А глава, когда в своем послании сказал о том, что мы должны город, Якутск город, Александр Сергеевич же еще, помните, он в качестве мэра города говорил о том, что город Якутск должен стать культурным центром Арктики. Культурная столица Арктики. Культурная столица Арктики, да. Вот еще тогда вот так. Мы должны всячески сделать так, чтобы, особенно я обращаюсь к деятелям культуры и искусства, нам надо очень хорошо вдуматься и действовать в этом направлении. А то могут перехватить, кстати, могут перехватить эту идею, поскольку Россия — это наш... Ну, где-нибудь в Мурманске построят, и Мурманске, Архангельск и так далее, так далее. Вот не зря вот правительство недавно приняло распоряжение правительства о создании, значит, Института геокультурного развития. Ну, на базе учреждения Республиканский проектный центр, там дополнительных средств никаких не предусматривается, но переориентировать это учреждение на то, чтобы создать вот Институт геокультурного развития. География, земля, культурное развитие, культура народов нашей республики. Мы же создаем синтез культур, поэтому вот очень важно это. Но понятно, что нет своего помещения у филармонии, нет своего помещения у театра Аланхо, а вот Саха-театр... У театра юного зрителя нет своего помещения. Вот то помещение, это же старое, можно сказать, почти, ну что тут скрывать, почти заброшенное, бывший пионер-дворец, там аварийное состояние такое. У многих учреждений нет своего помещения. Но это не значит, что для этих учреждений создается. Я еще раз говорю, куда шире идея больше, да, шире понимать. А площадь Орджоникидзе — это площадь детства должна стать, как говорил глава-то. А театр Саха, который сейчас, это там театр юного зрителя, детский театр для детей и юношества должен быть. Представляете, значит, выезжают гости, те же гости, которые приехали на ОСЭХ или на зимний праздник, да и просто граждане России, мира, они въезжают, и главная первая площадь республики — это площадь для детей и театр для детей. А мы все видим, что мир развивается уже с такой скоростью, что вчерашние технологии сегодня становятся неактуальны. Восприятие искусства в том числе. То есть цифровизация заставляет нас менять подходы, тем более пандемия коронавируса это показала. И вот на чем сегодня нужно деятелям культуры сосредоточиться, деятелям культуры и искусства, чтобы быть в центре внимания, на ваш взгляд? Нет, ну, в принципе, этот процесс и без пандемии он... Но пандемия ускорила просто. Ускорила тогда. Научились многие в онлайн выходить, там разные, и театры даже, но живую культуру никакой технологии не заменит. Тем более театр. Потому что
в театре это вот живое дыхание актера, живое дыхание зрителя. В театре это контакт глаза вот в глаза, самое да? главное. Ради этого приходит. Человек же существо такое общение. Даже собачки, вот у меня дома собачки, они требуют общения такого живого, теплого. Так, да? А человек куда более такой. Чем больше будет технологизироваться жизнь наша, вплоть до искусственного интеллекта, так, тем больше будет человек стремиться к этому живой культуре. Поэтому, да, надо использовать, надо всячески способствовать тому, чтобы технологии помогали, так, особенно для сохранения, для того, чтобы зафиксировать у нас уходящие есть явления культуры. Да? Вот, поэтому это помогает тогда. Тем более, например, в том же артист-центре там новейшие технологии будут театральные и световые, звуковые, звуковые. Так. Поэтому это способствует. Но живая культура, она всегда останется, и она будет всегда востребована. Какой геостратегический путь развития региона с точки зрения культуры? Вот, учитывая, что за последние годы освещение культуры Якутии ведется уже на федеральном, на международном уровне, все-таки как вот удержать это внимание и при этом развить и поддержать весь культурный потенциал региона, не зацикливаясь на одном? Что может? Ну вот я уже говорил на эту тему. Вот если мы геокультурную идентичность народов нашей республики уточним, как говорил классик один, углубим тогда, то есть мы сделаем так, чтобы люди себя идентифицировали с той северной культурой, северным климатом, не говоря уже о российской идентификации такая, мы российский народ тогда, а внутри вот России наша северная культура, арктическая культура, арктический центр и так далее, в этом плане тогда мы будем востребованы, потому что это будет не так будет похоже на другие значит, регионы нашей России, да и всего мира. Вот я знаю очень хорошую Финляндию, финскую культуру, там, канадская культура, Аляска там, и так далее, но мы волей истории и волей развития культуры, значит, у нас создалась такая удивительный синтез и удивительный как бы модель культуры, которая она может спокойно для российском масштабе предлагать свою как бы путь развития культуры. И в этом есть в этом можем мы много чего помочь для того, чтобы российская культура она еще находила те ниши, те значит, пространства, которые показывают, каким путем должна идти культура развиваться. А вот театр Лонхо, который вы основали, как вот он изменился со времени основания? Вот театр Лонхо сейчас 13 лет театру. И представьте, за 13 лет он значит, трижды был на «Золотой маске». Есть 1500 больше театров в России. Из них не все были только на сотни могут претендовать, а он трижды уже номинировался. Я «Золотую маску» получил значит, за создание театра Лонхота. Смотрите. Но он еще в стадии становления. Но его принимает греческий театр Лонхо, амфитеатр греческий, его принимает театр РНО японский, его принимает пекинская опера, его принимает индийский эпос Махабхарата. Недавно они были. То есть для всех этих классических мировых театров театр Лонхо, он находит свою нишу, его принимают, его признают его. Это очень важно. Другой вопрос в эстетическом плане. Театру еще предстоит развиваться. Театру еще предстоит найти свою неповторимую эстетику. Пока это основано на пении, это оперный театр, национальная опера. Это не та опера, которая у нас театр оперы и балета, это национальная опера. Но он должен найти еще свою как бы, эстетику, он к этому стремиться. Но это зависит от нас, насколько мы сможем все это организовать. Ну вот «Золотая маска» в 2017 году, которую вы получили за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. То есть вы считаете, что это все-таки за театр Лонхо в первую очередь? Ну там формулировка там была, за создание театра Лонхо еще. Поскольку российская театральная общественность, они очень как-то поняли, что это явление уникальное, неповторимое явление конца 20-го, то есть 21 века. Начало 21-го. Если посмотреть по всей России, бывший Советский Союз, то такого театра не возникло ни одного. У нас возник такой театр. То есть сам эпос очень театральный эпос такой, это же опера поющая.
И сама как бы атмосфера, культурная атмосфера республики, оно, ну, потом поддержка всех, значит, руководителей и так далее, и не говоря уже о том, что Аланхоз стал шедевром нематериального культурного наследия, поскольку от всей России только два явления культуры являются шедевром нематериальной культуры. Вот это тоже способствовало. В том числе и ИСЭХ ведь тоже подавали? Что? ИСЭХ ведь тоже подавали. Да, ИСЭХ тоже подавали. Но он вошел в реестр мировых культурных праздников. Он в реестре в ЮНЕСКО он записан. Это еще при мне было, мы работали над этим. А кто вас вдохновлял вот в начале пути и кто сейчас? Вот это трудно очень. Скорее всего, что вдохновляет? Вот. Кто, конечно, много. Так получилось, что мне начинающему режиссеру только, ну, ко мне с каким-то особым пиететом относился Башарин там. Представляете? Великий ученый. Юрий Петрович? Сафрон Данилов. Да. Вот такие люди ко мне относились. Но прежде всего, наверное, отец, потому что отец был очень образованным человеком, и он понимал очень многие, значит, аспекты развития культуры, духовности и образования такое. Да. Но еще плюс, почему что? Воображение. Вот я всегда считаю, что воображаемое будущее всегда человека дает энергию, устремленность. Всегда же будущее же, ты воображаешь будущее. И вообще любое явление культуры в результате воображения деятеля или творческого художника и так далее. Художник же воображает, какую картину, режиссер воображает, музыкант музыку в воображении своим слышит. Да? Поэтому я думаю, что надо в детях надо развивать прежде всего вот это качество, вообразить это. То есть воображаемое будущее. Не надо жить только воспоминанием о прошлом, надо жить воображаемым будущим. Но это не значит, что настоящее не является для тебя как бы реальностью. Реальность есть реальность, но всегда надо моделировать, конструировать будущее. Тем более культуру. Тем более культурные процессы всегда это моделируешь, конструируешь. Ну вот, может быть, считается не зря, что якуты такие талантливые во многих областях культуры, потому что у них воображение развито, потому что летом поработали, потом длинная зима, и делать нечего. Ну, он оттуда возникло, конечно. Это правильно, да. Но я думаю, что у северные народы, я вот сейчас читаю разные эпосы, разные, значит, произведения северных народов, то я думаю, что это еще не освоенное, еще как бы такое белое еще пространство. Это не белое безмолвие, это неправильно. Белое безмолвие, это еще чистый воздух, чистый северный ветер, чистая вода, чистый снег. Оно миру даст огромные духовные такие посылы, духовные импульсы даст. Я думаю, что, вот, ну, не говоря уже о том, что великая русская литература, музыка великая. Поэтому все эти культуры, которые у нас в нашей республике, значит, развиваются, они, конечно же, дают вот ту энергию, про которую вы, наверное, спросили у меня, говоря, кто. Вот. Ну, учителя, мои учителя. Вот приезжала недавно, буквально 2 дня тому назад, приезжала руководитель театральной студии Шепкинского училища. Мы ей все кланялись, ей многие, потому что мы все выпускники Великой Русской театральной школы. Вот, и для нас это огромное значение имеет. Но теперь мы, и якутская культура, и культура народов Севера, есть театр народов Севера у нас. Так? Вот. То есть она начинает и нашла свой путь, свою нишу, свое неповторимое лицо в палитре культуры народов мира. Андрей Александрович, вас можно слушать бесконечно, но у нас время программы подошло к концу. Я поздравляю еще раз вас и всех деятелей, не работников, а деятелей культуры с этим профессиональным праздником. Пусть ваша работа всегда отзывается в душах и умах людей, для которых вы это делаете. Пусть будут аншлаги, аплодисменты
положительные отзывы, интерес у якутян всех возрастов. Спасибо, что в такой важный день нашли время, пришли к нам в студию. Напоминаю, что в гостях программы «Якутия Лайв» был государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Александрович Борисов. Меня зовут Ирина Ефимова, я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в пятницу в 19:15. Вас ждет интервью с одним из хедлайнеров фестиваля «Мусустар» Антоном Камоловым.